Петр Яланжи остался в памяти многих как неординарная личность. Он писал стихи на гагаузском языке, преимущественно посвященные теме любви. Это отражено в его стихотворном сборнике «Сүнмәс Йылдызлар». Первый стих написал в возрасте 10 лет. Спустя некоторое время начинает писать первые статьи. Идея пошла от Гюльдü Каранфил. Она предложила Вере Петровне с библиотеки университета и мне организовать такое мероприятие в честь памяти Петра Яланжи, известного гагаузского журналиста и поэта. Так получилось, что это человек, который занимался тем, чем занимаюсь лично я сегодня. И мне интересно узнать, и чтобы о нем узнали и другие ребята, которые учатся сегодня на журналистике, что у нас тоже журналистика появилась не сейчас, а еще в 90-х годах. И были известные журналисты, которые развивали журналистику и продвигали различные идеи в общество. Журналистская деятельность Петра Яланжи интересна будущим журналистам. С Петром Яланжи, конкретно с его творчеством, я познакомилась не очень давно. Но чем он важен для гагаузской литературы? Тем, что мы, являясь молодым народом, относительно молодым, да, и мы должны по крупицам собирать то, что у нас есть, и не должны забывать никого. И стараться напоминать как можно чаще о тех, кто, может быть, был забыт. И эта встреча – это одна из попыток напомнить о Петре Яланжи, о том, кем он был и что он сделал для Гагаузии, для гагаузского народа в частности. Петр Яланжи родился в селе Капчак Чедерлунгского района, окончил Государственное культурно-музыкальное училище, затем поступил в Ростовский государственный университет. В 1994 году он выпустил газету «Гагаус-Сиси», которая долгое время издавалась на гагаузском языке. Состоял в Союзе писателей Молдовы. Ну, так как он мой односельчанин, я его как бы не знаю, он была маленькая, когда он умер, но для меня эта личность очень интересна, так как я думаю, что сегодняшнее мероприятие для меня откроет какие-то новые знания про него и, конечно же, для всей моей группы. В процессе хочется узнавать больше гагаузскую культуру, так как я все-таки учусь здесь, на гагаузской земле, и нужно знать людей, которые внесли вклад не только в которые вот мы изучаем других журналистов, известных, неизвестных, но и журналистов, которые внесли вклад именно в Гагаузию. Изучив творческую деятельность Петра Яланжи, студенты отметили, что он особую роль отводил сбору материала о культуре и обычаях гагаузского народа, писал смешные рассказы. К сожалению, материала очень мало. Собирала по крупицам, постаралась перевести слова. В основном о нем пишет Бабогла. И, насколько я поняла, это был его друг и опора жизни. Он пишет о нем приятные слова. Мы попытались собрать то, что было у нас, чтобы хотя бы эту мелочь, эту крупицу донести до наших студентов, для наших гостей, чтобы они помнили о нем, и те, кто не знал, чтобы знали. Жизненный путь Петра Яланжи оборвался рано, в 38 лет, но он успел запомниться ярким талантом, неординарным характером и произведениями, которые и сегодня актуальны. В настоящее время в Турции и Гагаузии проходит благотворительная акция по сбору средств для детей Петра Яланжи. Участники круглого стола также решили присоединиться к акции и оказать посильную помощь семье Петра Яланжи. Также было решено обратиться в исполком Гагаузии для издания его книги «Сүнмәс Йылдызлар», средства от продажи которой также будут направлены в помощь детям журналиста Петра Яланжи.